Банда Зудович, добрый день. Привет. Рад нашему личному знакомству. Для начала позвольте вас поблагодарить за оказанную честь, за прием. Понимаете, самое нахождение сегодня здесь противоречит здравому смыслу. По здравому смыслу я должен лежать и в лучшем случае смотреть в потолок. Однако мы с вами в Сухуме, в столице Республики Абхазия. Спасибо вам. Для меня это очень ценно. Позвольте задать вопрос. А что наиболее ценно для вас? Может быть, есть какое-то качество в людях, которое вы цените больше всего? Или у вас есть личное убеждение, которое вам помогало в жизни? Спасибо большое, Максим. Ну, действительно, позвольте в первую очередь поприветствовать вас в Абхазии. Мы рады вас видеть. Вы действительно совершенно правы. Сегодня, да, учитывая обстоятельства, вы могли быть в других условиях, но та сила воли, которую вы проявляете, и то стремление к жизни позволяет вам не стоять на месте, сегодня посетить эту замечательную республику. И я думаю, что для многих людей это яркий пример того, как нужно проживать эту жизнь. Позвольте еще раз поприветствовать. А что я ценю в жизни? Конечно же, я ценю, как и все остальные люди, многое. Я благодарен судьбе, жизни за то, что дал мне возможность реализовать себя как человека, дал мне возможность быть в кругу родных и близких. Конечно же, это самое ценное, это то, что делает тебя сильнее, люди, которые окружают тебя. Наверное, великое счастье, когда есть люди, на которых ты можешь опереться. Вот это самое ценное. Ценное здоровье людей, которые окружают тебя. И много обычных человеческих вещей, к которым мы, вы знаете, зачастую привыкли и на которые мы не обращаем внимания. А порой они являются самыми ценными. Поэтому надо ценить жизнь, надо ценить людей, которые находятся рядом с тобой. И я думаю, что это в высшей степени достижение и удача, что в жизни тебя окружают родные, добрые, искренние люди. Если говорить о масштабах страны, что необходимо ценить, конечно, необходимо ценить спокойствие, мир. Необходимо ценить, что мы сегодня в этой республике живем в независимой, свободной стране. Это то, к чему стремились наши предки, то, к чему стремились многие поколения. Вот все это мы ценим. Ценим эту красоту, ценим Божий дар, который сошел на эту землю, это очевидно. И все это достояние, которое нужно сберечь и ценить. Вы знаете, вы абсолютно правы, соглашусь с вами. Я нахожусь в Абхазии уже несколько дней. Меня, безусловно, поразили виды достопримечательности, но больше всего меня поразили ваши люди. Местные жители, они обладают невероятным, особым строением души. Понимаете, у них есть такое неприторное сочувствие и понимание ближнему не только ко мне, а по отношению друг к другу. И знаете, вернувшись домой, я буду вспоминать Абхазию именно этим. А когда вы думаете об Абхазии, не как президент, а просто как простой житель, что для вас в первую очередь значит данная республика? А для меня Абхазия – это в первую очередь дом. Это земля моих предков, это могилы моих предков, это будущее моих детей. Это место, которое столетиями, тысячелетиями оберегалось этим маленьким народом, которое подвергалось серьезным испытаниям, чтобы сохраниться на этой земле. Это дом, который нужно сберечь любой ценой. Именно с таким отношением, с таким трепетом относились и предыдущие поколения. Вы знаете, что малочисленность абхазского народа
происходит из-за того, что каждое поколение воевало, и тысячи ребят, молодых ребят зачастую складывали свои жизни. Поэтому ценой своей жизни мы пытаемся защитить свой дом, отстоять свой дом. И Абхазия – это место, которое мне лично и многим нашим соотечественникам не может заменить ни одно место в мире. У нас другого дома нет. И как можно относиться к своему дому, как к месту, которое сохраняет наш этнос, культуру, самобытность. Вы совершенно правы, справедливы, отмечая теплоту людей, граждан Абхазии. Это тоже некий показатель того, что люди устали от агрессии, люди устали от непонимания и от того, что мы не знаем, что завтра произойдет. Мы хотим жить здесь и сейчас, сегодня. Мы хотим созидать. Сегодня еще жива рана прошедшей войны 92-93 годов. Мы понимаем цену миру, поэтому очень дорожим этим миром. Мы хотим прожить эту жизнь и оставить тепло, частичку тепла в душах, в том числе и гостей, прибывающих на территорию Абхазии. Мне очень приятно слышать от вас, что Абхазия оставит в вашем сердце неизгладимое впечатление, которое вы заберете с собой домой. И очень надеюсь, что вот именно эта теплота, эти теплые чувства позволят вам ежегодно возвращаться на эту благодатную землю. Обязательно. Я непременно вернусь. Скажите, пожалуйста, мы живем в эпоху перемен. Иногда я, как журналист, даже не успеваю за изменениями в мире. Вот, глядя на все эти изменения, как вы думаете, что наиболее важное должна сохранить Абхазия и не потерять ни при каком условии? Действительно, мы живем в очень тяжелом, непростом, а порой и жестоком мире. Мы видим и наблюдаем за всем тем, что сегодня происходит вокруг наших границ, вокруг Российской Федерации. Вообще, как меняется международная повестка, политика, какой передел в мире сегодня, очевидно, происходит. Мы понимаем, что эти процессы косвенно или напрямую, безусловно, затрагивают и нашу республику. То, что сегодня происходит вокруг Российской Федерации, это прямое отражение и на нашей маленькой республике. Поэтому самое ценное и самое главное, что мы не должны потерять, это, конечно же, свою государственность, свой статус, свой язык, свою культуру и самобытность. Сохранив все это, мы можем сохраниться как нация. Порой, скажу откровенно, порой, значит, и коллеги, там, и друзья, и многие люди спрашивают: ну, слушайте, а зачем вам жить в республике своей собственной, зачем вам то? Дело в том, что только малочисленный народ может понять и осознать, какие угрозы перед нами стоят. Поэтому самое главное — сохранить то, что я назвал выше, и это как раз таки возможность развить и сохраниться в этом мире. Мы сделаем все, чтобы не потерять того, что у нас есть, и обязательно сделаем так, чтобы мы в этом большом, огромном мире не затерялись. Я в этом смысле благодарен и Российской Федерации. Это уникальная поддержка, уникальная возможность со стороны Российской Федерации, руководства Российской Федерации. Хотел бы отметить, что с приходом Владимира Владимировича Путина у нас к нам вообще изменилось отношение, более чувствительнее и более тонко начали понимать нашу проблематику, проблемы Республики Абхазия, и многие возможности с приходом Владимира Владимировича открылись для наших граждан.
за что мы неоценимо благодарны. Мы безгранично благодарны за ту поддержку, которую осуществляет даже сегодня, несмотря на все тяжелые условия, на ситуацию вокруг России, мы чувствуем эту поддержку. Я бы хотел отметить, что и наши граждане с благодарностью относятся к этой поддержке. Вы знаете, что большое количество наших добровольцев, ребят сегодня плечом к плечу, как и в те времена Великой Отечественной войны, плечом к плечу находятся рядом со своими российскими коллегами. Наверное, вы знаете, это как раз-таки высокая степень доверия и поддержка наших стран, взаимная поддержка. Это то, чем надо дорожить, это то, что надо сохранять, и мы со своей стороны обязательно продолжим политику, которая нам обозначил народ Абхазии. Мы реализовываем политику народа Абхазии, поэтому мы продолжим эту политику. Я вчера разговаривал с одним из местных жителей, и он мне говорит: Россия нас не бросит. А я ему отвечаю: а Абхазия не отвернется от нас. На мой взгляд, это очень важно. Мы с вами сегодня затронули тему Отечественной войны, вспоминая эти страшные времена, по-настоящему страшные. Как вы думаете, что мы все и в России, и в Абхазии не должны забывать? Что мы должны помнить всегда? Какой урок из этого вынести? Если говорить о Великой Отечественной войне, если мы забудем эту нашу общую историю, мы фактически забываем поколение, которое дало нам возможность жить и развиваться уже на протяжении более 80 лет. Забыть Великую Отечественную войну – это забыть свою историю. Народ и вообще человек, не помнящий своей истории, не имеет перспективы на жизнь. Можно прожить эту жизнь впустую и уйти из этого мира, не оставив ничего. А человек, который сохраняет историю, передает ее следующим поколениям, это жизнь, которая прожита не зря. Поэтому нам нужно беречь эту историю, нам нужно беречь имена, беречь доброе имя наших предков. Сегодня попытка переписать эту историю, она очевидна. Мы ни в коем случае не должны позволить сравнять наших воинов, защитников, освободителей наших дедов с представителями нацистской Германии. Это то, что сегодня навязывают всему миру, и это попытка переписать историю. Вот если мы дадим эту возможность переписать историю, то тогда наше пребывание на этой земле оказалось напрасным. Я так считаю. Согласен с вами. Это мое правило. Не прожить жизнь впустую. Да. Каждый день я ему следую. Спасибо вам. В завершение я хотел бы попросить вас пару слов для наших зрителей. Может быть, вы что-то хотите сказать или пожелать, если можно. Ну, позвольте еще раз поблагодарить вас, Максим. Я хотел бы еще раз отметить, что у человека безграничные возможности. Когда человек настроен жить, бороться, реализовывать себя, у него всегда это получится. Вы яркий тому пример. И то, что вам дается, для миллионов людей, это показатель того, что человеческие возможности безграничны. Хочу поблагодарить вас за силу духа, за силу воли. Хочу обратиться к вашим и подписчикам, и людям, которые наблюдают за вами, и сказать о том, что мы действительно живем в непростое время.
я бы хотел бы, чтобы все мы брали с вас пример. Как нужно любить жизнь, как нужно ценить эту жизнь и как ее нужно проживать. Поэтому живите, развивайтесь, стремитесь к лучшему и оставляйте свой добрый след в этом мире. Большое вам спасибо за Спасибо этот вам. разговор. Спасибо, Максим.